Первое задание – это чистая теория. Будущих врачей проверяют на знание медицинской истории, приборов и личностей, поднявших хирургию на новый уровень. Здесь постарались максимально приблизить вопросы хирургической тематики. Демонстрируют общую эрудицию студенты со 2 по 6 курс. Кстати, с этим они справились на отлично. Среди 5-х, 6-х курсов, 4-х мы второй курс и выиграли 1-е место среди первого конкурса. И это большая радость. Я не знаю, как передать сейчас вам эту радость, поэтому большие эмоции. В Олимпиаде по хирургии участвуют 60 студентов медицинского факультета. Саид Наурузов стать доктором хотел с детства. Мама и сестра тоже были работниками Красного Креста. В процессе учебы в семейное дело влюбился и твердо решил выучиться на нейрохирурга. Он уверен, что Олимпиада даст ему бесценный опыт, который поможет в будущей профессии. Поскольку у меня Брейвинкс, и у нас между командой распределили обязанности, то есть, допустим, там была история хирургии, там топографическая анатомия и так далее. Мне досталась история хирургии, и я просто в интернете находил очень много материала, читал, учил, даты запоминал. И таким образом у меня шла подготовка. За 3 месяца, мне кажется, можно было не только к одной, но к 10 олимпиадам подготовиться спокойно. Но, как говорится, как самый настоящий ингуш, решил все под конец откладывать. И в последней неделе так подготовился. Свои хирургические навыки служители панацеи представляют перед ведущими хирургами республики. Всего в Олимпиаде 8 заданий. Тут и травматология, сердечно-сосудистая, пластическая, абдоминальная хирургия, вязание узлов. За 30 секунд 2 участника связывают как можно больше узлов из нити на пальце представителя оргкомитета, а также демонстрируют знания медицинских инструментов. Участвуют 3 человека от команды. На столе разложены инструменты. Руководствуясь вопросами, студентам необходимо найти нужное хирургическое орудие и дать его полное название. У участников всего 1 попытка и 15 секунд на выполнение. Для Ингушетии эта Олимпиада по хирургии 10-я по счету. В 2016-м наши ребята медицинского факультета получали призовые места по различным номинациям. Сейчас они намерены достигнуть еще лучших результатов. Так, для участников 2 раза в неделю проводили занятия. Их консультировали студенты, которые ранее участвовали в конкурсе. Мы, как команда, хирургическая команда данного университета, мы были в позапрошлом году на Олимпиаде, несколько лет назад. И мы делали акцент на именно вопросы, которые, так скажем, ставили нас, так скажем, в тупик именно там. Более значимые вопросы, которые были примерно СКФО. Вот последние 2 года в связи с пандемией и ограничительными мерами выезды наши все отменились, но мы этот этап не оставляем и ежегодно ее проводим. В Олимпиаде участвует 5 команд. Борьба будет жаркая, но, надеюсь, победит дружба. Организаторы отмечают, что подобные конкурсы очень важны в выборе будущей профессии, в подготовке обучающихся государственной итоговой аттестации и аккредитации специалистов. 25 лучших студентов Ингушского медуниверситета далее отправятся в Ставрополь, где их ждет следующий тур, а потом финал в Москве. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.